Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 76 рублей 4 копейки. Евро остановился на отметке 86 рублей 86 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 75,82, продает Совкомбанк за 76 рублей 35 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 86 рублей 64 копейки, продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 87,29. Производители сладостей поднимут цены на свою продукцию с 1 февраля. Стоимость некоторых кондитерских изделий увеличится более чем на 20%. Подорожание объяснили повышением цен на упаковку и сырье. Сладости подорожают в России с февраля. Бисквиты и печенье станут дороже на 19%, шоколад на 9%, а леденцы и жевательная резинка на 6%. Всего в списке числится более 130 наименований. Кондитеры объясняют рост цен повышением себестоимости продукции. За год сильно подорожали упаковка и сырье. Пальмовое масло стало обходиться на 40% дороже, а мука высшего сорта на 15%. При этом деревянные палеты выросли в цене более чем на 75%. Установлен норматив стоимости квадратного метра по России. Минстрой Российской Федерации выпустил приказ на первое полугодие 2022 года. Так, самое дорогое жилье на Дальнем Востоке находится в Сахалинской области. Стоимость 1 квадратного метра там составляет в среднем 116 554 рубля. По стране на первых строчках города федерального значения Санкт-Петербург и Москва. Стоимость же жилого квадратного метра в Якутии составила 106 441 рубль. В Якутии обманутым дольщикам выплатят компенсации либо достроят объекты. На данный момент такое решение принято по 5 объектам. Всего в республике выхода из проблемной ситуации ожидают 539 якутян, пострадавших от недобросовестных застройщиков по 6 объектам. Об этом сообщил министр строительства республики Павел Калачанов. В Якутии в 2021 году из реестра проблемных исключили 8 объектов и восстановили права сотни обманутых дольщиков. На текущий момент в республике осталось 6 объектов, 539 граждан, которые попали в эту ситуацию. Из них 5 объектов – жилые дома. По ним принято решение о достройке и выплате компенсаций. Власти республики в этом году выделят из регионального бюджета 200 миллионов рублей на жилье для семей, имеющих 5 и более детей. Отмечается, что на данный момент в очереди на жилье стоят около 2000 семей. Власти региона планируют в течение 5 лет разработать дополнительные механизмы для ускоренной ликвидации очереди. Отметим, что социальная программа реализуется в Якутии с 2012 года. По итогам 9 месяцев 2021 года якутяне использовали платежные карты для оплаты повседневных покупок, товаров в интернете и переводов чаще, чем для снятия наличных. Число безналичных операций за год выросло на 23%. Число операций по снятию наличных, наоборот, сократилось на 14%. Растущая у якутян популярность безналичных платежей связана с развитием инфраструктуры. Охватным скоростным интернетом более 86% территории республики, включая отдаленные районы, и появлением новых удобных способов оплаты. Добавим, что к октябрю 2021 года общее число банковских карт, выданных на территории региона, превысило 2 миллиона единиц. Так, в среднем на одного жителя республики приходится 2 банковские карты. Проект закона об основных принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассмотрели накануне в Илтумене. Депутаты Государственного собрания поддержали документы в рамках пленарного заседания. В нем принял участие и глава республики Айсен Николаев. В чем значимость закона для Якутии и какие изменения ждут наш регион с его принятием, расскажет Мадина Халикова. Главное новшество законопроекта – переход к одноуровневой организации местного самоуправления. Итак, оно будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территорий. Это позволит создать новую и более эффективную систему организации власти. Появляется и коллегиальный орган администрации, который будет решать вопросы развития муниципального образования. Его полномочия и статус отрегулируются федеральным законодательством. Определяется несколько моментов. Первое – это одноуровневая система местного самоуправления. Во-вторых, конкретные и четкие сроки переходного периода. В-третьих, конкретизация и уточнение собственных полномочий муниципальных образований. Значит, перечень полномочий, который может быть передано
с государственного уровня. Если в первом случае это было обозначено порядка 26 полномочий, то во втором случае это 28 полномочий. Законопроект уже называют поистине судьбоносным. Последняя реформа местного самоуправления была в 2003 году. В нынешнем документе отражены ряд позитивных моментов. Более четкое разграничение полномочий государственной власти и местного самоуправления, расширена возможность субъектов, усиливается ответственность глав муниципалитетов. 14 января проект рассмотрели на профильном комитете в Илтумене и дали единогласное положительное заключение. Сегодня народные депутаты поддержали проект закона. Свое слово высказал и глава Якутии Айсен Николаев. Безусловно, законопроект очень серьезный, он предусматривает серьезнейшие изменения в системе местного самоуправления, и поэтому, конечно, вызывает большой интерес и дискуссию. Я уверен, что концентрация полномочий и финансовых ресурсов на одном уровне, наоборот, улучшит доступность и качество муниципальных услуг. Людям не надо будет бегать по разным инстанциям, по разным уровням власти. И, конечно же, будущую структуру муниципального образования надо формировать так, чтобы это была реальная управленческая команда, включая руководителей органов местной администрации уже в наследях. Также депутаты совместно с общественностью и муниципальными образованиями формируют список поправок к законопроекту. Самые важные из них направят на рассмотрение в Государственную Думу. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск. 20 некоммерческих организаций получат гранты президентского фонда. На первый этап конкурса из Якутии было подано 176 заявок по 11 грантовым направлениям. Большинство, а это 39 проектов, были направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни. Среди победителей совместный проект епархии и Магаданской области. Он получит грант в сумме более 6 миллионов рублей. Для реализации 7 проектов направят до 3 миллионов, а 12 проектам одобрена денежная поддержка по 500 тысяч рублей. Отметим, что все проекты некоммерческих организаций направлены на социальные цели. Наибольшее количество грантов Кобяйский район, Горный район и Намский район. Вот это наши чемпионы. Есть у нас Аллаховский район, который в первый раз подался и в первый раз сразу его поддержали. Это тоже радует. Всего поддержано из 176 заявок 20 заявок. В связи с осложнением эпидситуации с ростом показателей заболеваемости объявляется набор волонтеров в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В помощи добровольцев нуждаются больницы и поликлиники, и пенсионеры, одинокие люди и маломобильные граждане. Добровольцы будут помогать в работе колл-центров, вакцинации, измерении температуры, доставке лекарств и анализов. Также волонтеры помогут в доставке товаров первой необходимости пожилым людям в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, для которых в республике объявлен режим самоизоляции. Помочь может любой человек старше 18 лет и имеющий сертификат о вакцинации. Работать волонтером можно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего. Это необходимо, чтобы обезопасить себя, медиков и пациентов от возможной болезни. Всех волонтеров обеспечивают средствами индивидуальной защиты, антисептиками, масками, перчатками, одноразовыми защитными костюмами. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 2,3% зафиксировали в республике по итогам 2021 года. Всего на автодорогах Якутии зарегистрировали 689 аварий, в которых погибли 70 человек и 885 получили травмы. При этом рост всех основных показателей аварийности зарегистрировали в Алданском и Усть-Алданском районах. В целом зарегистрировано 98 происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, при которых погибли 22 человека и 149 получили травмы. Также в 2021 году было совершено 175 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 15 человек и 169 получили травмы. С участием же детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 98 аварий, в результате которых погибли 3 несовершеннолетних и 111 получили травмы. Мы переходим к мировым новостям. Сильный взрыв и пожар произошел на автозаправочной станции на западе в Германии. В результате инцидента погибли 2 человека. Их личности и обстоятельства трагедии выясняются, так заявили в полиции. Подробности расскажет Артем Сторонов. 2 человека в понедельник стали жертвами взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправочной станции в городе Лангенбергхайм на западе Германии. Обстоятельства трагедии все еще выясняются, заявили в полиции.
Вскоре после полудня очевидец сообщил о взрыве в районе бензонасосов. Через некоторое время также возник пожар. В тот момент рядом с бензоколонкой стояли 2 машины, которые полностью уничтожены. По данным полиции, одного погибшего нашли в сгоревшей машине, второго неподалеку от нее. Автомобили и тела были настолько сильно повреждены огнем, что установить личности жертв пока что не удалось. Что стало причиной трагедии, неизвестно. По предварительной версии, один из автомобилей протаранил как минимум 2 колонки. Однако, как именно развивались события, предстоит установить экспертам. В результате взрыва и пожара автозаправочной станции был нанесен значительный ущерб. Также сильно пострадал расположенный поблизости ресторан. Королевство Тонга, неподалеку от которого в Тихом океане произошло мощнейшее за 30 лет извержение вулкана, в понедельник оставалось отрезанным от мира. Новая Зеландия и Австралия направили в регион авиацию и военные корабли, чтобы оценить масштаб бедствия. Детали выясняла Анастасия Дмитриева. Новая Зеландия и Австралия отправили в понедельник военную авиацию, чтобы оценить ущерб в королевстве Тонга после извержения подводного вулкана. Хунга Тонга Хунга Хаапай в субботу выбросил на много километров ввысь столб пепла и вызвал цунами в Тихом океане. Предупреждения для жителей прибрежных районов распространили геослужбы в разных частях света, от Австралии до США и Канады. О возможности цунами объявляли на Сахалине и Курилах, но затем предупреждения отменили. 2 человека утонули на пляже на севере Перу, сообщило местное управление гражданской обороны в воскресенье. На Вануату волны достигали 2,5 метров в высоту. В Японии прибойная волна превышала 1 метр 20 сантиметров и перевернула десятки лодок у южного острова Сикоку. Сотням тысяч жителей было рекомендовано эвакуироваться. Институт геофизики на Аляске написал, что грохот извержения был слышен даже у них. О резких скачках атмосферного давления, вызванных ударной волной, сообщили метеорологи Испании. При этом само королевство Тонга остается отрезанным от мира. Там нет ни телефонной связи, ни интернета. Новозеландский самолет «Геркулес Си-130» доставил на архипелаг предметы первой необходимости. Военно-морской флот также будет развернут очень быстро, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции в Окленде. Мы знаем, что срочно нужна вода. Мы надеемся, что «Геркулес» сможет взлететь сегодня и удовлетворить эту потребность гораздо быстрее, чем корабли нашего военно-морского флота доберутся до островов. Австралия также направила наблюдательные самолеты для оценки ситуации в островном государстве. Министр иностранных дел Марис Пейн пообещал оказать поддержку как можно скорее, добавив, что для наблюдения за пострадавшими районами были развернуты королевские военно-воздушные силы. Официальных сообщений о раненых или погибших на архипелаге пока нет. Спутниковые снимки показали, что некоторые из отдаленных островов государства затоплены. Особняк с единственной в мире потолочной фреской Караваджо будет предложен покупателям на аукционе 18 января. Вилла «Аврора» выставили на продажу из-за конфликта между наследниками. Сделка может стать самой дорогой в истории недвижимости. Подробности узнавала Яна Пашаева. 11 спален, 10 ванных комнат и фреска Караваджо. Не особняк, а настоящий музей достанется новому владельцу виллы «Аврора» в центре Рима. Сейчас во дворце площадью около 3000 квадратных метров проживает принцесса Рита Бонкомпаньи Людовизи, вдова бывшего владельца недвижимости, князя Николо Бонкомпаньи Людовизи. Она много лет спорила из-за наследства с сыновьями покойного мужа. В итоге в сентябре прошлого года суд постановил продать виллу. Я рассчитывала, что особняк станет музеем, но этому не бывать. Я до сих пор не понимаю решения суда, ведь у меня, как у наследницы, должно быть право использовать виллу до конца моей жизни. По словам принцессы, они с покойным мужем любили разглядывать произведения Караваджо в комнате на 2-м этаже и постоянно открывать в нем что-то новое. Это единственная потолочная фреска художника. Владевший тогда виллой кардинал Франческо Дель Монте попросил написать произведение для своей алхимической лаборатории. Ширина фрески почти 3 метра. На ней изображены боги Юпитер, Нептун и Плутон. У всех лицо и тело Караваджо. Представьте себе Караваджо, которому 23. Он потерял всю свою семью из-за чумы. И он приходил сюда. И кардинал, который был алхимиком, попросил его создать эту работу. Караваджо это не нравилось. Он все равно согласился. Одна только фреска стоит 410 миллионов евро.
Стартовая цена здания – 471 миллион. На территории особняка спрятаны и другие ценные произведения искусства. Фреска художника Гверчина и скульптура, авторство которой приписывают Микеланджело. Если вилла будет продана, то, по оценкам экспертов, она станет самой дорогой недвижимостью в мире. По словам принцессы Риты, лотом интересовались влиятельные покупатели, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс. Более 450 лошадей приняли участие в конкурсе красоты в рамках конного фестиваля Саудовской Аравии с призами на сумму более 2 миллионов саудовских реалов или 533 тысяч долларов. Подробности далее. Стройность, выправка и умение держаться на публике. Конкурс красоты среди лошадей прошел в Саудовской Аравии. Фестиваль, который начался в Ар-Рияде 10 января и завершился 17-го, включал множество мероприятий, в том числе аукцион животных редких пород, выставку, лекции и награды владельцам выдающихся особей. Одним из основных мероприятий в программе стал международный конкурс красоты чистокровных арабских лошадей класса «Би». Фестиваль направлен на то, чтобы вернуть местным скакунам их признание в мире, сказал Мохаммед Аль-Шейх, член правления и генеральный директор компании-организатора. Конечная цель, честно говоря, состоит в том, чтобы арабские скакуны со всего мира были представлены в королевстве и вернуть им прежний высокий статус. Это самое важное видение и стратегическая цель, над достижением которой мы все должны работать. Посетительница Сара Алят выразила надежду на продолжение этого мероприятия в будущем. Это почетно, все очень организовано, и здесь разнообразная программа. Я надеюсь, что в будущем смогут участвовать женщины и будут проводиться соревнования по верховой езде как среди мужчин, так и женщин. Владельцы лошадей, которые победили в конкурсе красоты в разных номинациях, получили призы на общую сумму до 2 миллионов саудовских реалов или около $500 000. Сегодня на календаре 18 января, и все православные отмечают Крещенский сочельник, который завершает период рождественских святок. О том, чем знаменателен еще сегодняшний день, узнаем из рубрики «Даты и события». На календаре 18 января, вторник. В этот день Русская Православная Церковь отмечает День Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Считается, что святая вода не портится. Можно взять обыкновенную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и осветится. Этот день в истории. Сегодня день основания отмечает столица Перу и самый большой город в стране Лима, который также является 5-м по величине городом в Латинской Америке. В 1988 году исторический центр Лимы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что город сохранил свою архитектуру колониального периода. 18 января 197 лет назад в Москве состоялось открытие Большого театра. Оно прошло под бурные овации в адрес гения архитектуры Баве. В этот день звучало торжество муз Алябьева и Верстовского. 18 января для россиян, а особенно для петербуржцев, является особенной датой. В этот день, в 1943 году, в ходе Великой Отечественной войны, состоялся прорыв блокады Ленинграда. В тот день на окраине рабочего поселка номер 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. 58 лет назад в этот день американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждения об опасности для здоровья. В настоящее время на пачках сигарет многих стран присутствует не только надписи, но и устрашающие картинки, показывающие вредное влияние на здоровье человека, а также содержащие призывы к отказу от курения. В этот день родились
Шарль Монтескье, французский просветитель, правовед и философ. Алан Милн, английский писатель, сказочник, поэт. Борис Бабочкин, советский актер, режиссер, педагог, народный артист Советского Союза. Тамара Гварцетели, советская, грузинская, российская певица, народная артистка России и Грузии. Именины сегодня отмечают Григорий, Евгений, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей и Татьяна. Молодые супруги Евгений и Елене занялись необычным бизнесом. Они занимаются архитектурным бетоном, создавая из него раковины, кашпо, урны и многое другое. Бизнес у супругов только начинает набирать обороты. Молодые предприниматели мечтают не просто продавать, они загорелись идеей создать многопрофильный центр производства и компетенции в области архитектурного бетона в Якутии. Ульяна Шагина с нами в прямом эфире. Она покажет и расскажет, что это за материал и как с ним работать. Ульяна, приветствую. Передаю тебе слово. Надежда, добрый день. Мы сегодня находимся в такой вот прекрасной мастерской. И, наверное, многие якутяне не знают, что из бетона можно создавать такие красивые, уникальные вещи. Ну, правду сказать, что уж скрывать, я и сама об этом не знала. Но, оказывается, из такого бетона можно создавать и раковины, и кашпо, и вообще все, что угодно. Ну, я скажу, что рядом со мной сейчас находится сооснователь компании. Называется она Stone City. Это молодые супруги Яна и Евгений. Яна, вот расскажи, пожалуйста, что это за бетон? Это необычно, не такой бетон, из которого, допустим, у нас в Якутии строят дома. Это другой какой-то бетон, да? И к нему вы, наверное, шли долго, да? То есть путем проб и ошибок ребята много месяцев придумывали структуру и все такое, чтобы в конце получить такой качественный, хороший материал, из которого уже можно создавать разные формы. Вот расскажите, кроме раковин, я знаю, что вы, главная ваша цель, это вот сейчас создание раковин, да? А мы занимаемся, получается, архитектурным бетоном. Это, можно сказать, по сути, это бетон, просто он из других ингредиентов. У нас здесь вот выставлен, можно сказать, стандартный перечень всех наших ингредиентов. И мы из него делаем красивые вещи. Получается, наши раковины, они отличаются тем, что они красиво выглядят, они не крошатся. Это долговечный материал. Он подходит вот для перепадов температуры и для бытовых тоже назначений. То есть давайте сейчас попробуем, да? Вот мы с Яной уже замешали такой раствор, но это обычный, как бы, получается, как будто бы на первый взгляд такой бетонный раствор. Сейчас наша главная цель залить его вот в такую вот специальную резиновую формочку, да? И создать из него вот такое вот кашпо для цветов. Вот он выглядит вот так. Это очень такой текучая смесь. Для того, чтобы ее получить, она очень приятная. Да, для того, чтобы ее получить, вот мы разработали специальную рецептуру, подбирали. Сейчас, значит, сейчас нужно просто взять вот это вот с микрофоном немножко неудобно. И залить это все аккуратно, вот мне показали. Оно, то есть, само так вот аккуратно стекает, да? Да. Это вот что-то типа вот керамической, из керамики, когда делают, но там нужно все это потом в печи нагревать, в такой высокоградусной. А здесь бетон сам по себе застывает. Нужно ждать где-то сутки, да, вы сказали? Нужно ждать сутки, и материал уже готов. При этом он получается при вынимании такой весь уже готовый. Его не нужно не шлифовать, ничего, да? И минимальная обработка. Да. Минимальная обработка. Ну, здесь, конечно, у нас маленькое кашпо, а наша основная продукция — это раковины по индивидуальным размерам. Но, по сути, мы делаем все с нуля. Мы делаем форму отдельно, затем заливается или напыляется бетон. Есть разные технологии напыления бетона. И затем все это выдерживается, мы потом расформовываем изделие, и оно шлифуется, полируется, обрабатывается специальной пропиткой. В общем, это довольно долгосрочный такой дело. Получается, конечно, здесь основное даже не в сырье,
а именно в человеческом труде. Поэтому и цены не такие дешевые, да? Скажу, что это стоит не 5-6 тысяч, как, допустим, на рынке, где продаются готовые раковины, да? Намного дороже, потому что труд неимоверный. Одну раковину ребята создают, больше месяца, наверное, да? Да, наш стандартный срок это 4-5 недель. И, конечно, не сравнить с керамикой, где она шлампуется, да, десятками, сотнями, а здесь мы полностью, это все ручной труд, начиная от нуля до установки и монтажа. Вот я знаю, что у вас, кроме раковин, еще есть цель выйти на общественное пространство. Опыт у вас уже есть такой, да? Да, бетон очень удивительный материал, ему можно придать абсолютно любую форму, сделать абсолютно разные вещи. К нам приходят заказчики с различными запросами, мы вместе отрабатываем проекты, делаем макеты, обсуждаем технические детали и затем смотрим, можем мы это воплотить или нет. А так, да, у нас планы большие, мы хотим выходить на рынок МАФов, малых архитектурных форм, чтобы украсить общественное пространство, чтобы в Якутске были долговечные изделия, скамейки, урны, которые... по сравнению с деревом и металлом, бетон архитектурный, он выигрывает своей долговечностью. За ним не надо ухаживать, его не надо красить. Поэтому мы считаем, что за архитектурным бетоном будущее. Таким образом, создавая такие красивые формы, такие красивые разные вещи, можно придумать бизнес, который сейчас в Якутске и в Якутии единственная компания, которая занимается, да? Потому что в России сейчас вообще только все это начинает набирать обороты, и мы очень рады, что и в Якутии сейчас у нас появится выбор, да? Выбрать обычную керамику, металл, или же сделать дома, допустим, такую красивую раковину, чтобы она украшала вашу квартиру. У меня на этом все, Надежда. Передаю слово коллегам. Благодарю, Ульяна. Напомню, с нами на связи была наша коллега Ульяна Шагина. Мы переходим к другим темам. Победителем Суперкубка Испании в 12-й раз в своей истории стал мадридский «Реал». Королевскому клубу удалось обыграть «Атлетик» из Бильбао со счетом 2-0. Подробности в следующем сюжете. Мадридский «Реал» в воскресенье обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 2-0 и стал обладателем Суперкубка Испании. Первый гол на 38-й минуте забил полузащитник Лука Модрич, а на 52-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество команды благодаря пенальти. Матч проходил на стадионе «Кинг Фахд» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На 89-й минуте встречи защитник «Реала» Эдер Милитао получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади. Однако после этого полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не смог реализовать пенальти в ворота Тибо Куртуа. Тренер баскской команды Марселино Гарсия Тораль считает, что его футболисты показали неплохую игру. Мы многое сделали правильно. Когда у «Реала» есть лишь несколько шансов забить, это значит, что у нас хорошая игра в обороне. Это, наверное, один из матчей, в которых у «Реала» было меньше всего шансов, хотя у нас в последних играх их тоже было мало. Я недоволен первым голом, мы могли сделать больше, это наша работа, а второй гол – просто неудача. Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Обычно в нем принимали участие победители чемпионата и Кубка страны. Однако с сезона 2019-2020 годов в нем играют 4 команды, оба финалиста Кубка Испании и обладатели первых 2 мест в чемпионате страны. «Реал» выигрывает турнир в 12-й раз, уступая лишь «Барселоне», на счету которой 13 побед. А в Якутске стартовали контрольные схватки сборной республики по вольной борьбе. 25 января команда вылетает в Красноярск на международный турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. Подробнее расскажет наша корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, приветствую. В какой форме сейчас находятся наши борцы? Саргалана, приветствую. Передаю тебе слово. Что мы работаем в прямом эфире и подключимся к Саргалане позже, после того, как наладится связь. А пока что перейдем к другим темам. В июле стартуют 7-е летние игры «Дети Азии». В этот раз их примет Владивосток. Как приморская столица готовится к соревнованиям, с какими трудностями столкнулись организаторы и смогут ли на трибунах присутствовать болельщики. Подробности в следующем материале.
Владивосток готовится к играм. Уже работает оргкомитет. Все объекты, где будут проходить соревнования, определены и обновляются. Там устанавливают современное оборудование, облагораживают территорию. И наследием игр жители приморской столицы будут пользоваться еще долгие годы. Спортсмены будут жить в детском лагере «Океан», а тренерский штаб разместят в кампусе Дальневосточного федерального университета. Здесь же пройдут состязания по нескольким видам, а также будет обустроена площадка для пляжного волейбола. По словам представителей оргкомитета, все идет по графику. Правда, нужно решить еще одну проблему – это логистика. Все, кто был во Владивостоке, особенно в летний период, знают, какой там трафик автомобильный. Соответственно, вот эта вот вся развязка, настройка шаттловой системы, перевозки спортсменов, все просчитывается, делается таким образом, чтобы минимизировать неудобства для населения, проживающего в городе Владивостоке. Ну, либо гостей, которые приехали, потому что мы понимаем, что будет и предполагаем большой наплыв зрителей. Ковидные ограничения никто не отменял. В деревне спортсменов заработает так называемый пузырь безопасности. Все участники, тренеры и волонтеры будут сдавать ПЦР-тесты каждые 3 дня. Готовятся карантинные зоны и койко-места в больницах на случай заражения. Но организаторы надеются, что удастся провести соревнования без происшествий и даже со зрителями на трибунах. В Приморском крае действует 50% заполняемости на сегодняшний день. Вот. Что будет завтра, опять-таки, я говорю, что мы не можем, но в то же время по посещению и заполняемости спортивных объектов, конечно, у нас идет разграничение клиентских групп, где та или иная категория участника, либо зрителя, она не пересекается друг с другом. По планам, в июне заработает билетная программа, а прямо сейчас на сайте игр vladivostok2022.com идет прием заявок от волонтеров. Так что, если вы хотите приобщиться к играм, у вас есть такая возможность. Максим Кардоузу, Виктор Олесов, Москва. Первый крытый бассейн на вечной мерзлоте был построен в Кобяйском районе и носит гордое название «Атлантида». Подробнее о том, как проводят свой досуг жители Сангара, в следующем сюжете. В районном центре Кобяйского улуса достаточно социальных объектов, где можно провести досуг. Среди них большой популярностью пользуется плавательный бассейн в спорткомплексе «Атлантида». 5 лет назад здание полностью отремонтировали. Бассейн площадью 25 на 10 метров имеет 3 дорожки. Вода у нас фильтруется, круглые сутки, немецкое оборудование. И меняем его полгода один раз. Год можно. Вода подогревается по теплообменникам от системы отопления. С утра до вечера в бассейне полно посетителей. В первой половине дня ходят дети. Взрослое население в основном приходит после работы. Посетителей сопровождают инструкторы. Екатерина Пенник в неделю минимум 3 раза обязательно плавает. К этому приучает и своих детей. Мы любим ходить в бассейн чаще всего. Я с ребенком хожу, бывает, что я одна, потому что он в школе бывает. Вот. Очень любим плавание и вообще здоровый образ жизни приветствуем. Поэтому я приобщаю детей с раннего возраста. Замечательно, очень нравится, очень комфортно. Вода хорошая, что радует, не холодно. Раздевалки, душевые, вообще все очень хорошо. Молодцы наши ребята, сделали хорошо для нас. Первый в Якутии крытый плавательный бассейн в условиях вечной мерзлоты в Кобяйском районе строили работники шахты «Сангарская». Это был далекий 1969 год. Назывался он «Юность». Спустя 20 лет бассейн был построен в каменном варианте с пристроем в 2 этажа. А в 1991 году спортивный комплекс по инициативе жителей поселка был переименован и получил новое имя – «Атлантида». Плавательный бассейн, вообще чудо в нашем Улусе. Немного из истории, что это самый первый плавательный бассейн в Якутии. Вот. И то, что он до сих пор существует и улучшается из года в год, это очень большая заслуга руководства и непосредственно персонала этого спортивного комплекса. Также в спорткомплексе работает тренажерный зал, помещение для занятий настольным теннисом и другими видами спорта. Все условия есть, конечно. Еще бы его подрасширить, потому что, помню, еще до пандемии народу очень много ходило, и даже не хватало места. Но сейчас, как пандемия, народу поменьше, конечно, да, ходит со всеми условиями. И как бы нормально. Косметический и текущий ремонт у нас проводится ежегодно, благодаря администрации Улуса.
И капитальный ремонт мы тоже проводим раз в 5 лет. Ну и еще в 2015-2016 году мы провели еще большие реконструкции. Поставили фильтра, очистные сооружения, провели полностью везде модернизацию здания. И сейчас у нас, можно сказать, жизнь кипит, спортивная жизнь кипит в Сангаре. Путь к большим пьедесталам начинается там, где создаются все условия для занятий спортом. Таковым является и Атлантида. Оксана Устинова, Иван Яковлев, Григорий Николаев, Якутск, Сангар. Мы возвращаемся к теме соревнований. Напомню, что в Якутске стартовали контрольные схватки сборной республики по вольной борьбе. 25 января команда вылетает в Красноярск на международный турнир памяти олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. Подробнее расскажет наша корреспондент Саргылана Неустроева. Саргылана, приветствую. В какой форме сейчас находятся наши борцы? Приветствую, Надежда. Но прежде чем ответить на твой вопрос, хотелось бы отметить, что турнир имени Ярыгина проводится с 90-х годов. И ежегодно наша сборная принимает в нем активное участие. Так, например, в прошлом году якутские спортсмены завоевали сразу 3 медали. 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую, тем самым показав хорошие результаты. В этом же году турнир в Красноярске пройдет с 27 по 30 января. Сейчас спортсмены проходят активную подготовку. Только что завершились контрольные схватки, подробнее о которых нам расскажет главный тренер сборной Александр Оконешников. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком уровне подготовки, вообще в какой форме сейчас находятся наши спортсмены? Ну, сегодня вот утром завершился у нас утренняя часть контрольной схватки. Ну, после этого мы уже сейчас ребята в оптимальной форме. Сейчас у нас до турнира еще неделя, поэтому еще ребята наберут. Сейчас после контрольных схваток увидим, у кого что остается, и там будем корректировки делать в плане подготовки. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день на кого больше всего ставится, возлагаются большие надежды? Кто у нас сильнейший? Ну, мы ребятам 7 надеемся, да, ребятам всем. А как бы в прошлогодние призеры это Виктор Рассадин, Нюргун Сергин, наш капитан. И вот нынешние братья Копыловы, которые в молодежной первенстве России завоевали серебряный и бронзовый медаль. Вот на них вот особая надежда. Кто главные соперники, если можно так выразиться, на сегодняшний день у нашей сборной в Красноярске будут? Ну, у нас основные конкуренты – это Республика Дагестан, Республика Тыва, Бурятия. Вот наши основные конкуренты. А в целом якутская школа вольной борьбы как себя показывает на международной и всероссийской арене? Ну вот прошлогодний сезон, да, как бы для нашей школы борьбы, скажем, неплохой, потому что Эдуард Григорьев завоевал бронзовую медаль с чемпионата Европы, Ариан Пютрин тоже бронзовую медаль с чемпионата мира, и Аял Лазаров у нас участвовал в Олимпийских играх, поэтому как бы прогноз оптимистичный, и ребята, вот молодежь уже 12 лет чемпиона России по молодежи у нас не было, поэтому вот Стас Ибанбой в прошлом году завоевал золото и бронзу с первенства мира. Спасибо. Ну, действительно, имена наших якутских спортсменов широко известны не только в республике, но и в России, и за рубежом. И мы надеемся, что и в этом году наши якутские борцы, наша сборная принесет еще медалей в копилку Якутии. Ну, а к этому часу у меня все. Надежда. Благодарю, Саргылана. Будем надеяться, что это будет действительно так. Напомню, с нами на связи была наша коллега Саргылана Неустроева. А мы продолжаем. Зима – не повод сидеть дома и отказываться от радостей жизни, тем более, что мороз и туман можно обернуть себе на пользу. Например, сделать то, что возможно только у нас на севере. Это прекрасные зимние снимки. Как сделать ночную фотографию, что такое северный салют и как его правильно запечатлеть, расскажет Руслан Ачиров.
В городе Якутске есть одна интересная особенность. Когда сильно понижается температура зимой, то город укрывает туманом, словно огромным одеялом. Я расскажу вам, как можно сделать интересную ночную фотографию. Во-первых, для этого вам потребуется штатив. Ваш фотоаппарат должен находиться в неподвижном состоянии. Будь то фотоаппарат или камера мобильного телефона, принцип везде один и тот же. На матрицу камеры попадает свет через линзы и превращается в фото. Ночью света очень мало, поэтому вам необходимо увеличить выдержку. Это время, в течение которого матрица будет регистрировать световые данные. В зависимости от темноты этот параметр может доходить до 30 секунд. Второй параметр – это светосила. Я бы рекомендовал его ставить в диапазоне не выше 1000 ISO. Вообще, самый оптимальный параметр – 200-400 ISO. Итак, вы выставляете композицию, фиксируете камеру на штативе. Также рекомендую поставить задержку спуска. Он нужен для того, чтобы ваше нажатие на кнопку фотоаппарата не сдвинуло его и не повлияло на само фото. Ну что, поздравляю, вы сделали свой ночной кадр. Как видите, фотографии ночного Якутска получаются достаточно интересными и необычными. Познав основы ночного фото, мы можем перейти к более интересному – рисованию фонариком. Как мы помним, ночью матрица нашей камеры открыта достаточно долго. И за эти секунды мы можем написать слово с помощью фонарика. И это слово появится на нашей фотографии. Поехали. Буква Я. Буква К. У. Т. Т. С. К. Друзья, сейчас мы переходим к следующему интересному моменту. Это такие зимние съемки в очень морозные дни. Когда температура опускается ниже 40 градусов, то есть такой эффект, когда кипящая вода превращается очень быстро в пар и испаряется. Ну, здесь я буквально часа 3-4 назад залил кипяток в этот термос. Я думаю, будет достаточно для того, чтобы показать сам процесс. Но если что, у нас есть еще с собой кипятильник, горелка. Наливаем кипяток. А вообще, я бы рекомендовал делать это на фоне садящегося солнца. Это будет очень красиво. Но так как у нас солнца сейчас нет, роль солнца будет играть подсветочка. Свет. Так. Северный салют. Ночь. Минус 40. Город Якутск. Да, вот это было круто. Классно, да? Да. Вот это было круто. Классно, да? Друзья, ну а для следующего уже такой больше как экспериментальный момент. Особо я к нему не готовился, но нам потребуется бутылочка 0,5. Заливаем кипяток. По-моему, у нас мало кипятка. О, нет, как раз отлично. Делаем маленькую дырочку. Где-нибудь. Казалось бы, в мороз хочется сидеть дома и никуда не выходить, но, думаю, в каждой ситуации нужно находить положительные моменты. Если вам понравился сюжет, то уже сегодня, пока не наступила весна, вы можете попробовать воспользоваться нашими советами и сделать интересные фотографии. И в завершении выпуска о погоде. В крещенские дни сохранятся 40-градусные морозы. По информации Якутского гидрометцентра, холодный воздух продолжает оставаться в ряде районов республики. С усилением сибирского антициклона в центральной части Якутии в течение недели погода будет морозной с туманами. Температура ночью минус 40, минус 45, на северо-востоке минус 49, минус 54. Лишь на северо-западе республики ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом, порывистым ветром и температурой выше нормы на 8-10 градусов. Погода будет морозной, с туманами. Ночная температура минус 40-45, на северо-востоке до минус 49-54 градусов.
Лишь на северо-западе республики ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом. В городе Якутске с 18 по 20 января погода преимущественно без осадков, ветер переменный слабый с морозными туманами. Ночная температура будет порядка минус 40-43, днем минус 37-39 градусов. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.